Глава Ингушетии провел совещание по вопросам повышения рентабельности сельхозпредприятий. На повестку дня были вынесены вопросы о результатах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, подведомственных Минсельхозу Ингушетии. 15 государственных унитарных предприятий осуществляют деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. Глава Ингушетии отметил неплохой темп развития агропромышленного сектора. Тем не менее, подчеркнул, что необходимо использовать весь потенциал в данном направлении. Мы с вами должны сейчас максимально сделать революцию в этом направлении. Во-первых, наведем порядок в землях. Во-вторых, улучшим качество, количественное состояние той продукции, которая нужна в Министерству сельского хозяйства. Вчера Александр Николаевич Ткачев подтвердил еще раз, что есть многие программы. Здесь тоже отдельно Добриева задача. Сколько денег поступило в прошлом году, сколько денег в этом году поступило в Минсельхоз и их КПД. Я категорически запрещаю с этого дня председателю правительства, вице-премьеру, категорически запрещаю субсидировать хоть 1 рубль без группового обсуждения. Куда эти деньги идут, как идут. Но прежде чем деньги выделять, вы должны понимать, какими целями, задачами, какие индикаторы этих денег. И четкие сроки, когда деньги должны быть освоены, быть. Глава поручил правительству провести инвентаризацию всех земель, но тех ГУПов, которые являются нерентабельными, изъять земли из-за неэффективного использования. Кроме того, руководитель региона сделал акцент на развитии высокотехнологичного производства в сельском хозяйстве. Наш агропромышленный комплекс может зарабатывать хорошие деньги, но при этом нет того подхода, который должен быть к этому вопросу. Мы привыкли все говорить, что агропромышленный комплекс, он дотационный, он убыточный. Нет, ни в коем случае. Примеров у нас много, когда этот комплекс, даже товарищ министр сельского хозяйства, когда был директором ГУПа в Малгобекском районе, и мы когда у него проверили, посмотрели, как посеяно, сколько там с гектара растет и как это все растет. А потом поехали в Малгобек. Так нет? Где менее засушливое, чем у тебя там было, на той стороне хребта. И что мы там увидели, товарищ Гогиев? Полный провал, так? Поэтому здесь говорить о том, что там жара, не жара, это все зависит от директора, от желания и, самое главное, от требовательности нашей и контроля. Вот и все.